Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые, тоже раздаривают земли. На вас каждого я приведу одного российского чиновника. Подарите свой отцовский дом, подарите свою квартиру. Когда вы все те, которые призываете подарить Пицунду, когда вы свои отцовские дома раздарите, хотя нет, вы же земли не дарите, вы дома. Ну давайте вот коробки эти, что имеете, подарите. Когда вы все раздарите, тогда вернемся к вопросу о Пицунде. Отдарить то, что вам не принадлежит, так я вам луну дарю, ребята, забирайте. Что за глупости? И все, не стесняясь, пришли в Парк Славы. И все туда цветы ложили. Как вы думаете, вот эти ребята, которые пролили кровь, отдали свои жизни, вы среди них стояли. Вот на тот момент они также думали, что кому-то что-то подарить надо. Так спустя года, что вас к этому привело? Что вас заставляет сегодня мыслить так, что вы можете что-то дарить? Хотя 30 лет назад вы все встали как один, и у вас такой мысли не было. Каким жирком вы так обросли, что боитесь потерять? Единое мнение нашего подразделения: ни пяди земли дарить не имеем права. Есть практика такая, что посольства обмениваются землями, церкви обмениваются землями, чтобы закрепиться, показать, что они на долгие года вместе. Российское посольство мы видим, и землю мы под ним тоже видим. Абхазского посольства с такой же землей я не вижу. Я вижу арендованное помещение, в котором перегорела розетка, и мы должны сдать реставратора, чтобы он пришел и отреставрировал. Потому что сами розетку мы поменять не можем, потому что мы арендуем. Да, за рубль, да, арендуем. Но почему нету нашей земли? А потому что была и продали. И никто за это не отвечает. Другой момент в том, что хотят 200 гектаров земли в подарок. Я думаю, возле Кремля и абхазам не помешает 200 гектаров земли. В Сибири нам не надо. По гектару и так раздавали каждому гражданину. Мы 90% граждане. Надо было, пошли, получили бы. Мы не можем так щедро раскидываться тем, что не наше. Поэтому сегодня на этом нашу мысль, общее подразделение, я завершил и чуть своего добавил. И если есть какие-то уточняющие вопросы, я прошу задавать их прямо, без подбора слов, потому что мы такие люди, мы не можем как-то вуалировать, мы говорим откровенно и прямо. У нас скрытых тем нету, поэтому прошу, если есть какие-то уточняющие, что за столько времени есть недоговорки. Многие их не знают, но мы всегда откровенны, мы всегда говорим, как есть. Вы приняли решение, да, что не 5 земли, нормальное решение. Что вы с ним дальше будете делать? Вот вы его огласили сейчас. С ним с кем? С этим решением. Мы с этим решением как будем делать? Мы сказали... Дальнейшие действия. Да, дальнейшие действия. Спасибо за уточняющий такой вопрос. Я объясню. Я уже с рядом депутатов разговаривал и сказал, мы не будем винить только Аслана Георгиевича, который принимает это такое решение, мы будем винить, которые ему помогают в этом решении. И каждого депутата примем себе как врага. Это мы уже пошли в наше святилище, часть из нас поклялась, что мы это воспринимаем так. Я для себя понимаю, если мы, как народ, с нашей землей куда-то присоединимся, там, пойдем в Россию, пойдем там еще куда-то, это я еще как-то смогу понять, потому что мы как народ пришли в какой-то союз, мы как народ со своей землей можем уйти. А в другой вопрос, если мы свою землю продали, а потом уже вынужденно пришли, и когда будем уходить, мы уйдем без ничего. Поэтому есть неотъемлемая часть народ и земля. Без друг друга мы не можем, мы не существуем. И то они как видят демонстрации, сожжения, там, я не знаю, как оно будет,
на какой волне оно будет, но тот момент, что мы не останемся безучастными, это я вам обещаю. От того, что даже они меня 10 раз посадят там или расстреляют, это мысль подразделения нашего или тех абхазов, которых я спросил, оно не поменяет. Мы будем бороться. Мы не видим. Мы видим, есть те нормы, которые есть. Если мы отдаем, обмениваемся в виде культурных мероприятий каких-то таких, потому что я как-то ездил в Израиль и видел через речка Иордан, где течет, видел такую золотую полосу. Я думаю, что это за полоса? Начал интересоваться, узнал, что это 2 километра вдоль реки принадлежит России. Там стоят церкви. Вот такие моменты, которые культуру, религию или политику, касаемые там посольств, я понимаю, поэтому я не против, если мы возьмем там вот этот 2-3 километра вдоль Ингура подарим, я думаю, это более целесообразно будет, чем в центре Пицунды, где у нас самим земли не хватает, где мы говорим, что детские сады нам строить негде, еще что-то, такие щедрые подарки делать. Мы должны как-то более к этому подходить подготовленно. Не так лишь бы, или как воспринимать, что груз от других руководителей нам достался. Нет, это те бизнес-проекты, которые нам озвучивают, они нам непонятны. Апеллировать тем, что будут вкладываться там 20 миллиардов и этому радоваться, это тоже я не понимаю, потому что я был в ряде стран, где топовые гостиницы, но они очень бедные, нищие, потому что сразу индустрия отдыха у них упала, частные гостиницы отошли на нет, туризм, который, как мы привыкли ловить на улице, садиться на уши и потом куда-то вывозить, тоже нет, потому что все это предоставляет только внутри. Они живут отдельно, они закупы делают все отдельно, наши рынки, все упадет. Мы останемся сам на самом. Считайте, что туристы у нас есть и нету одновременно. Говорить, что будут платить налоги, так давайте наше законодательство изучим, сколько вложений надо, чтобы тебя освободили от налогов.